Сотрудники Минприроды инспектируют территорию сельскохозяйственного кооператива «Илиев продукт» в Берд-Юрте, а именно ореховый участок, который в годы СССР был засажен деревьями лесного фонда, и на протяжении 30 лет они оставались заброшенными. Беслан Илиев взял участок в аренду более 4 лет назад и с тех пор выращивает здесь урожай. Фермер занимается переработкой грецкого ореха. Мощность линии 150 кг в час. Саварбек Халахоев вместе с арендатором прошелся по территории и проверил, в каком состоянии находятся земли и как поспевает урожай. Относительно недавно получил участок вот этот вот в аренду, но уже как бы видна работа человека, то есть предпринимателя. Мы видим покрашенные деревья, они как бы дают плоды, они поливаются. То есть как бы в любом случае это участки, которые вообще без действия лежат. То есть деревьям, лесному фонду никак абсолютно не мешает. Наоборот, мы видим, допустим, да, очень много мусора убрано. Это, кстати, очень большие затраты на это требуются. Нам, вот, как министерство, выделяются большие средства, а предприниматели сам за свои средства, вот у него техника, трактор, мы все видим, да, здесь, и лошади. То есть человек создал рабочие места для жителей, которые живут рядом. И в то же время, как бы, вот мы питаемся натуральным продуктом, чистым продуктом, без химии всякой. Такая возможность у предпринимателей, которые хотят выращивать свою собственную продукцию, есть благодаря поручению главы Ингушетии. Руководство региона заинтересовано в том, чтобы земли не простаивали бесхозно и рационально использовалась территория лесного фонда, как в крестьянско-фермерском хозяйстве Беслана Илиева. Сам фермер считает это хорошей возможностью для таких же садоводов, как он. В этом году около 35 примерно тонн урожая. Хотя только в прошлом году мы омолодили деревья, собираем, ждем примерно 35 тонн урожая в этом году только. Но через 2-3 года республика может сама себя обеспечивать грецкими орехами, даже будет продавать соседней республике. Помимо орехов, фермер посадил на арендованном участке в 34 гектара огурцы, тыкву, кукурузу и чеснок. Что-то уже собрали, а что-то еще доспевает. На 2 гектара чеснок собрали мы еще, правда, не посчитали, сколько там тонн. Хороший урожай у нас получился чеснок. Больше урожая мы никакой не собрали еще. Вот вчера начали собирать дыню, продавать. Пока еще урожай не собран. Крестьянско-фермерское хозяйство под руководством Беслана Илиева славится в нашем регионе своим обилием полезных и разнообразных плодов. Уже на своем участке у него растут арбузы, дыни, помидоры, фасоль и пару сортов малины. Вырастить для жителей региона высококачественную продукцию на своих землях – это главная цель садовода Илиева. Собранный урожай пользуется хорошим спросом в нашем регионе. Тахан орешник, кузер бардельч, хорбазельч. Нертер ход аюжал хажг айер қиер шетай положек қоздуана. Весхл волдар шедуана шила қоддождал коммершенс кульгадуана арматал қидиға цақиятыждуана чақвал пурумлойл. Халк ана вейд мехкана. Весь секрет в правильном уходе и только, делится фермер. Необходимо своевременно проводить обрезку больных, поврежденных и засохших веток. Делать это нужно правильно и с любовью. В лесном фонде Ингушетии таких добросовестных арендаторов, как Беслан Илиев, 16 человек. Если есть интерес и желание заниматься своим делом, у жителей региона есть такая возможность. Хотел предложить жителям республики, желающим заняться сельским хозяйством или сбором пищевых продуктов. Если есть желающие, пожалуйста, мы готовы предоставить лесные участки орешника в аренду, и они могут также заняться бизнесом. В лесном фонде Ингушетии неарендованных орешников более 100 гектаров. Они расположены в Назрановском и Сунжинском районах. Мадина Цора, Муслим Арчаков, Магаз 24.